подготовка она такая же, как и ко всем играм. Обычная подготовка, как к каждой игре. Мигель Итоу уже в Бразилию поедет. Я же предупреждал, что невозможно в том режиме, в котором играет чемпионат Казахстана, а это 30 игр. Завтра будет 30 игр за 3 месяца. То ни один человеческий организм не выдержит. Мы просто футболистов рано или поздно угробим. Вот. И если вот взять, проанализировать все чемпионаты, европейские, бразильские, все играют раз в неделю. Раз в неделю. Если мы играем 8 игр в месяц, за 3 месяца мы сейчас 30 игр сыграли, то люди сыграли 15. Плюс давайте говорить логистика, какая у нас. Мы вот к вам добирались, да, надо 1,5 суток отходить. Даже на самолете, не говоря о том, что если бы мы на поезде поехали. На поезде мы 2,5 суток бы ехали. Это 2,5 суток в поезде, то надо 3 дня отдыхать. Вот, поэтому это не просто там слова какие-то, это на самом деле есть такое. Я вам скажу, я работал в странах, там, например, в Чехии, там, в России, Белоруссии, где маленькая логистика есть, куда доехать. У нас было в Белоруссии по 160 километров, и легионеры меня просили за сутки до игры ехать. 160 километров, не по 1500, не по 2. Вот, поэтому ну, организм человеческий, как бы ты его ни тренировал, он все равно имеет какую-то сношенность организма есть. Так и здесь произошло, потому что, ну, слава Богу, что сегодня был врач такой, который действительно уже с опытом совсем, и все, слава Богу, закончилось хорошо. Там могло закончиться совершенно по-другому. Вот, поэтому, естественно, то физическое состояние, в котором изношение организма идет, вот, естественно, организм не выдержал у него. Вот, мы провели сейчас осмотр, его, ну, большие проблемы есть, поэтому он сейчас поедет домой. Вот уже билет купили. Для него чемпионат закончился. Для нас это как бы трагично, потому что это основной футболист, основной бомбардир. Вот, и понятно, что мы на него очень рассчитывали. Второй сезон он не играет в плей-офф. Это очень плохо. Вот, ну, дай бог ему здоровья, как говорится, дай бог, чтобы он восстановился, чтобы он, я не знаю как, ну, на сегодняшний день такая с ним ситуация. Поэтому я говорю, что тут надо однозначно думать по той логистике, сколько мы проезжаем, по тем, ну вот даже сейчас возьмите, мы вот сейчас от вас, да, это мы на самолете полетим. А если бы мы приехали на поезде, я имею в виду в октябре, мы были в среду утром, а плей-офф в субботу играть, значит, в среду утром, день отдыха, четверг, нам надо выезжать, не тренируясь. Мы в четверг садимся, например, на поезд, там, неважно, куда мы едем. Мы не тренируясь, начинаем плей-офф, нигде такого нету. В любой стране даются 10-12 на плей-офф. Мы же хотим, чтобы плей-офф играли сильнейшие, да? Нам же не интересно, если у нас в каждой команде, которая будет плей-офф, а тем более у нас 6 команд играет, да? Мы же хотим, чтобы играли сильнейшие футболисты. Вот для того, чтобы играли сильнейшие футболисты, надо, чтобы они подошли, вылечили, залечили травмы. Сегодня даже у травмы, вот у нас, например, Карагулов, он тоже сломался все до конца сезона, он тоже не будет играть. Ведь не идет восстановление организма, не идет. Та травма, которая у него, это тоже уже где-то надо было бы дать паузу, залечить, а мы не можем, у нас, скажем, и нету такого состава, у нас там 8-10 футболистов, на которых мы рассчитываем. И дать паузу ему я не могу, хотя он просил там где-то, я не могу дать паузу, мне надо, чтобы он каждую игру играл. Вот. Поэтому эта вещь очень серьезная, до будущего, как бы я говорю, до будущего, для того, чтобы, если мы хотим, чтобы у нас действительно плей-офф, действительно, так нельзя играть в плей-офф. В среду приехали, в четверг уехали, без тренировки начали плей-офф. Это несерьезно. Это несерьезно. Вот, поэтому тут надо дальше. Есть же второй вопрос. Вот мы сейчас начнем плей-офф, да? А вот эти команды две, которые играть не будут, они как мы с карточками начнем играть, да? Там желтые, красные, ну это рубки будут. Все 2 игры, это будет рубка леса, да? Будет. Неизвестно, будут и красные, и желтые. А эти 2 команды, как мы, получается, опять, мы в какой ситуации по сравнению с Кайратом и Сибирь? Мы в какой ситуации выходим? Тоже неправильно. Ну, вот.
Дальше. Хорошо, сказать, что сейчас карточки не будут, тогда получай сколько хочешь карточек сейчас или как. Ну, просто непонятно мне вообще. Вот как мы сейчас, получается, можем полкоманды у нас получить карточки, потом, играя дальше, любая, не только мы, любая команда, да, любая команда может не иметь, опять же, игроков, которых получат красное, желтое и не будут играть. Ну, это уже Кайрат Семей имеет определенное преимущество. Не определенное, преимущество имеет просто, вот и все. Вот, поэтому для меня вообще очень многие вещи непонятны. И спорт есть спорт. Мы всегда должны думать о здоровье человека. Всегда. Неважно, профессионализм у нас не должно быть после меня хоть потоп. Если мы с таким понятием будем жить, то тогда будет действительно очень плохо. Мы должны думать, они молодые ребята, мы должны, чтобы они здоровые выходили. Профессиональный спорт это и так, слава богу, поверьте мне, они такое здоровье ложат, что ой-ой-ой, просто люди не понимают, какое они здоровье ложат. Вот. Поэтому, я говорю, это не надо далеко ходить. Возьмите, сравните все европейские чемпионаты. В Бразилии 24 команды играют, у них тоже логистика не близкая. По одной игре в месяц играют, в неделю. Вот. А по плей-оффу я уже, наверное, повторюсь, я сказал, что для меня вообще многие вещи непонятно. Как оно будет проходить, как оно будет что мы в среду приехали, в четверг уехали, без подготовки играем, это несерьезно. Плей-офф, еще раз повторяю для всех, плей-офф мы все ждем. Да, мы все ждем плей-офф. Во многих странах я работал, во многих странах все ждут плей-офф. И плей-офф должны играть футболисты сильнейшие. Для того мы приглашаем, дают нам финансы, чтобы играли там бразильцы, легионеры, неважно, там иранцы, бразильцы, там россияне, там неважно, кто это будет, да, но чтобы эти сильнейшие футболисты играли. Люди приходят на них смотреть, да. Вот, поэтому я говорю, что и так же, как местные, например, ребята, как вот у нас казахские ребята, да, получают травмы просто из того, что, как я говорю, и не будут играть, так и легионеры. Поэтому мы должны из всего этого исходить, из всего этого думать, как это дело. А вот так как у нас сегодня, я считаю, для меня может там бояться, кто-то говорит, да, может на кухне там говорят, да, а бояться. Я открыто говорю это, что это неправильно. Хорошая команда, что тут говорить, команда, которая действительно профессиональная. Я на кубок показал, на кубок, это еще полгода назад больше, я когда увидел их, и больше, чем полгода, я сказал, вот смотрите, разница в профессиональном отношении нашей команды и Семьи. У них разминку проводит 6 человек, у нас 1. Все, я уже дальше не беру. Тут можно целую книгу составить из отношения Семьи к тому, как у них все происходит в футзале. Все, я привел маленькую вам, на что обратить внимание. 6 человек разминку проводит, у нас 1 проводит разминку. Вот. Поэтому, молодцы, они собрались с лета, они уже, как говорится, все заслужено. Тут же не бывает, в спорте мелочей не бывает. Я уже 25 лет в футзале. Вот. И в спорте мелочей не бывает. Тот, кто хочет добиться чего-то, тот, кто хочет играть в Лиге чемпионов, надо, знаете, как говорят, с лета, да, надо думать. Надо думать с лета. Вот, так и здесь. Они с лета, они самые первые заехали на сборы, они самые первые начали заниматься легионерами, они все начали делать действительно для того, что они хотели этого результата, да, и они этим занялись. Вот, понимаете, поэтому все профессионально, начиная от комплектования команды, начиная от тренерского состава, всего персонала, который тоже немалую важную роль играет. Вот, поэтому, молодцы, что я говорю, дай бог, а насколько мы слышим, да, там и нам говорят, что тут действительно проект очень серьезный. Вот, я повидал много за свою жизнь разных команд, которые были там и одногодки, и двухгодки, и на этом все прекращалось, да. То, что я вижу, я думаю, что здесь серьезные отношения, что здесь люди действительно, и это очень хорошо, Поэтому для меня такие вот команды, как я говорю, я всем футболистам своим, всем рассказываю везде, знакомым своим, вот берите пример, как нужно строить профессиональную команду, которая хочет играть в Лиге чемпионов. Я скажу еще один момент есть, вот так как развивается футзал в Казахстане, 2 слова буквально. Вот, знаете, раньше был чемпионат Советского Союза по большому футболу. Это был один из чемпионатов при Советском Союзе, да, который был самый сильный в Европе, когда играли, да, все команды. Казахстан, грузины, Россия, белорусы играли, да, Украина, да.
Это был самый сильный чемпионат в Европе. Выигрывали Кубок Кубков и Кубок европейских стран, команды Динамо Киев, Динамо Тбилиси, да. Вот сегодня в Казахстане, я вам скажу, что есть один момент, сделать сегодня команд. Есть 3-4 команды в Казахстане, да, которые могут играть. Есть 3-4 в России, есть 2-3 команды в Белоруссии, есть в Азербайджане Арас, которому вообще соперничества нету, которая очень серьезная команда, да, которая тоже, да, есть сегодня таджики, которые сегодня, я не знаю, как закончили, тоже с удовольствием в таком чемпионате будут. Киргизы, которые сегодня вышли играть, они могут оказаться на чемпионате мира, киргизы. Вот смотрите, как развивалось, говорили, киргизы в прошлом году играло 28 бразильцев в чемпионате, 28 бразильцев, вот. А мы говорим, там, мне там руководители рассказывают, киргизы, вот вам, они сегодня будут на чемпионате мира играть. Ну, дай бог, я как бы желаю, чтобы они вышли, прошли, да. Вот уже я вам сколько команд назвал, да, белорусские, российские, таджикские, киргизские, казахские команды. И сделать, вот кто это дело сделает, такой чемпионат, да, неважно, можно проводить свой внутренний чемпионат. Сегодня волейбольные команды играют, баскетбольные команды играют, да, Астана играет баскетбол, это волейбол играют сегодня, и у нас белорусские команды играют. Вот уже пора сделать, выиграют все страны. Настолько уровень будет высокий вот этого чемпионата, который создать, это будет просто, я говорю, что это будет супер. Это будет супер. Еще будут желающие, которые захотят участвовать в таком чемпионате. Найти время, найти сроки, все можно придумать. Все можно сделать, но главное, я говорю, и та страна, которая вот начнет этим делом заниматься, такого чемпионата я назвал, да, сегодня, я говорю, уже посмотрите, там и таджики, и киргизы, и Казахстан, все уже, таджики уже вышли на чемпионат мира, киргизы будут играть. Смотрите, какие команды, какой уровень, да. Сюда еще белорусы и россияне, которые сегодня, да, там идет это, вот. Еще какие-то страны, Азербайджан, я привел пример с Аразом, там действительно команда, это одна из лучших в Европе, Араз команда. Вот. Но сделать такой чемпионат, это будет дорого стоить, это дорого. Выиграют все страны, вот. И как бы нас не разъединяли, я скажу, мы как дружили, так все вместе будем дружить. Так что вот всем спасибо.